Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет ролик Ибрай Алтынсарин «Факты из биографии». Записки, оставленные учителем и инспектором школ Тургайской области Балгимбаевым, представляют интересный материал к биографии Ибрая Алтынсарина. Балгимбаев в своих записках, озаглавленных «Воспоминания об Ибрае Алтынсарине», его личную жизнь описывает так. Алтынсарин жил небогато. В 1883 году он переехал к родственникам в Кустанай, построив себе дом в 3 километрах от города. Здесь Алтынсарин близко сошелся с местной русской интеллигенцией. Учащаяся молодежь города Кустаная, а равно и простые казахи, были частыми посетителями Алтынсарина и пользовались по казахскому обычаю широким гостеприимством. Хозяйка дома, жена Ибрая Айганыс, сама управляла хозяйством, заменяя в этом своего мужа, так как Ибрай большую часть года находился в служебных разъездах по ревизии школ. Дома он носил национальную одежду, бешмет, халат, на голове тюбетейку или легкую шапку с опушкой, кругом обшитую кундызом, выдрой. Ибрай охотно беседовал со всеми, своими рассказами он увлекал слушателей, так как говорил очень складно и красиво. Воспитывал сына своего брата Оспана, Хамидбека, умершего в детстве. Рождение своего сына Абдуллы в 1881 году отметил по обычаю празднеством Байга – национальная борьба. Второй сын Абдрахман родился в 1882 году, дочь Шарипа в 1886 году. Как сам Ибрай, так и его жена Айганыс очень любили детей, держали для них няню-казашку. Один из сыновей Алтынсарина, Абдрахман, учился в Троицкой гимназии и умер в 15 лет от туберкулеза. Старший сын Абдулла, болезненный мальчик, мог заниматься лишь домашним хозяйством. У Алтынсарина была своя домашняя библиотека. В этой библиотеке были сочинения таких писателей, как Толстой, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Чернышевский, Белинский, Крылов. Из иностранных авторов произведения Бокля, история цивилизации в Англии, Шекспира, Байрона, Руссо, Гегеля. Много было также педагогических трудов. Алтынсарин любил казахскую музыку, сам хорошо играл на домбре и пел казахские песни. Алтынсарин дружил с известным акыном Нуржаном Наушибаевым. В частности, Нуржаном сложены стихи для надгробного памятника Алтынсарина. Прожил свой век на свете, видел многое, был доволен собою, дети, семья, добытое трудом добро. Дорогие друзья, распрощаюсь с вами навсегда. Спасибо за внимание.